вины армии, но солдат, военнослужащих здесь нет. Есть вина политиков и военных стратегов, планировщиков. Вот чья вина. И поэтому я думаю, то, что Госдума решила создать комиссию по исследованию всех обстоятельств того, как зародился, как развивался и кто какой вклад внес, в кавычках, в чеченский кризис, я думаю, это правильный шаг. Напрасно президент поторопился сразу это отвергнуть и назвать неконституционным. Если уж говорить, то как раз неконституционным является вся военная акция в Чечне, если строго следовать закону, иначе мы никогда не выберемся. Самая сильная и эффективная власть – это власть, опирающаяся на закон. А всякая диктатура – это слабая власть. Она не может определить, не управлять обществом, не обеспечить его перспективу. В какой-то момент она какую-то роль может сыграть, но это не власть для того, чтобы осуществлять реформы и преобразования. Поэтому нам нужна сильная власть, я за сильную власть. Но нам нужна диктатура, но диктатура закона. Нам суды независимые нужны, нам парламент сильный нужен. А сейчас у нас беспредел. Вы в истории навсегда станете человеком, который вывел войска из Афганистана с одной стороны, с другой стороны, как президент, который, извините за грубое слово, расхлебывал афганский синдром этих людей. Вот как вы прогнозируете, какой будет чеченский синдром в этой стране? Я думаю, какая будет политика дальше. Если уже то, что сделано так легко, теперь от этого не избавиться. Вы знаете, ведь и солдаты наши начали воевать иначе, под Грозным и в Грозном, когда увидели, когда гибнут их товарищи. И что происходит с ними? Они брошены, на улицах лежат. Это появилось, знаете, чувство мести. Вот мы тут наведем, а потом будем разбираться с политикой, а сейчас мы будем действовать. Точно так же и у чеченцев это уже на много лет засядет в головах, что потерял семью, или отца, или мать, или детей, или дом разрушен, все то, что создавалось многие годы. Поэтому тяжело будет выходить, уже будет тяжело выходить из кризиса. Но если сейчас будет политика проводиться такая, что не будут все время нам заявлять, что они будут создавать себе партнеров для выхода из этого кризиса. То был Алтарханов, теперь Хаджиев, потом еще кто-то появится. Я вам скажу, ничего не получится из этого, если из Москвы будут наместники туда садиться. И такая форма может быть, но я думаю, она менее реальна, когда можно назначить, ну так сказать, губернатор со всеми полномочиями. Но в Чечне это не пройдет, хотя рекомендует это применить такой подход. Я думаю, самый верный подход – это сейчас остановить действия, прекратить военные действия. Вернуть на исходные позиции, ну вот в эти городки и так далее, развести. Пусть это даже там. И начать политические переговоры. Если будет ставиться предварительным условием сдача оружия, предварительным условием, то не получится этого процесса. Ну, с Дудаевым вести переговоры. Вести с реальными силами. Это, в первую очередь, Дудаев, за которым стоит значительная часть Чечни. Ну и, наверное, есть и другие силы, которые или оппозиционного характера, значит, и их можно привлечь. Но надо обязательно начинать с Дудаева, и с ним договориться и об участии других, тех, кто в оппозиции к нему был. И договариваться, и какие-то создавать совместные механизмы, которые бы обеспечивали нормализацию, постепенную нормализацию жизни. Поэтому, если такая будет политика, то все-таки трудно, тяжело, но можно. Знаете еще почему, я считаю, можно? Потому что все показывает, что окончательно не нарушены глубокие связи, сотрудничество, взаимопонимание, поддержки на человеческом уровне между россиянами и чеченцами. Это ведь осталось. Я, кстати, это говорил Дудаеву. Тогда он сказал фразу: «Мы должны жить вместе с Россией». Это не значит, что это был уже отказ от своих требований суверенитета, независимости, но вместе с это уже ключ к тому, что можно вести беседу, можно искать формы сотрудничества.